Прощай жизнь в тепле и уюте под маминой опекой, здравствуй армейский быт. 17 человек из разных районов нашей республики, последние в этом году, отправились отдавать долг родине. Подтянутые в строгом армейском наряде, они готовы служить на благо своей большой и малой родины. С приветственным словом к ним обратился заместитель начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмед Сагов. В числе провожающих сегодня и председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев поздравил ребят с этим важным шагом в их жизни. Россия почалкина, лемастин безжнек бы, дала, мог же мяши долж, диналых цудохаш, ожмалиры да хам кочешхан, юхы мяштинах толча. Салангирей Арсамаков провожает своего сына. Уже второго за 2 года, шутит мужчина. Один отслужил без проблем, теперь очередь за младшим, говорит Салангирей. Я думаю, что можно отслужить нормально, показать себя хорошей стороны. И надо показывать достойно. Ингушский народ должен быть достойным везде. Дал ирз должен, беркети должен, дабахар мяши должен, бахар мяши должен, дамал удер, дамал охар, малогор, вей камен силахте должен, вей тейпен силахте, вей неха силахте должен. Призывник должен быть не только хорошо развит физически, считает Гилани Аушев, но и получить достойное образование. Уметь себя вести среди общества. Знал, что пойду. Всегда хотел туда пойти, чтобы на работу устроиться нормально. Для каждого на работу сейчас нужен военный билет, там, нужно образование какое-нибудь. Ребята направляются в Саратов и Подмосковье. Впереди у них целый год вдали от дома. Всего в рамках призыва от нашей республики отправились служить 300 человек. Конец года, и можно подводить небольшие итоги. Есть, конечно, какие-то замечания, ошибки, где мы будем, естественно, на весенней призывной кампании устранять, делать эти замечания. Но они, будем так говорить, незначительные. Но в любом случае, как человек уже новый в военном комиссариате, я буду уже делать на этот акцент, чтобы не допускать. Вот. Но, как показывает сейчас вот эта осенняя призывная кампания, у нас в основном убыли и в Нацгвардию, и сухопутные войска, железнодорожные войска. То есть вот разлет как бы он такой большой. И территориально то же самое, начиная от Буйнакса, кончая Дальним Востоком. У ингушского народа много достойных примеров выдающихся военных. Пойти по их стопам – вот цель подрастающего поколения. И уже через год на этом самом месте их будут встречать родные с нескрываемой гордостью. Тамерлан Хамхоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.